современных городах человека окружают всевозможные высотные здания из кирпича, цемента и других искусственных материалов. В этих каменных джунглях порой не хватает живого – деревьев, зеленых кустарников, цветов и мягкой травки. Поэтому в последнее время люди с удвоенными усилиями стараются озеленить улицы и сделать город более привлекательным. Писатель Павел Засадимский, посетивший провинциальный Усть-Сысольск в конце 1870-х, отмечает: «Нет в Усть-Сысольске ни городского сада, ни бульвара. Обустраивать наш город, мастить тротуары и озеленять улицы активно начали в 20-е годы прошлого века. Именно тогда, 1 мая, на Всероссийском субботнике, на левом берегу Сысолы в парке культуры и отдыха впервые начали высаживать новые деревья. Улицы постепенно преображались, Усть-Сысольск стал приобретать городской облик». Мы не будем углубляться в историю развития садово-паркового искусства. Расскажем о современных способах и приемах озеленения, а именно, какие газоны используют в благоустройстве улиц столицы республики, кем и как создаются эскизы цветников, какие деревья и почему высаживают в нашем регионе. Вот бархатцы, возле Вечного огня посадили. Вот третий день мы сегодня на Советскую вышли. Лето у нас короткое, стараемся побыстрее, пока погода позволяет, посадить цветочки. До выходных хотим успеть посадить. Всем известно, что города озеленяют прежде всего для эстетической красоты и уюта. Все работы по озеленению городской среды ведутся в соответствии с законами и правовыми актами. Орган представительной власти каждого города разрабатывает и утверждает правила благоустройства своих территорий. На озеленение в бюджете города ежегодно закладываются средства. При этом тендеры на выполнение работ обязательно размещаются на сайте госзакупок. В управлении ЖКХ существует отдел озеленения и экологии. Так вот, именно они составляют технические задания на то, как будут выглядеть клумбы. Первоначально мы вообще создали такую рабочую группу со специалистами, которые занимаются ландшафтным дизайном, научного центра и представителями отдела экологии управления ЖКХ. Эта рабочая группа была нацелена на то, чтобы мы совместными усилиями сделали наш город краше. Всего в этом году было обустроено 77 цветников в 33 местах, расположенных по всему городу. Каждый проект – отдельная история, написанная языком трав и цветов. При озеленении городских территорий используются всем хорошо известные клумбы, рабатки и цветники. При этом выбор вида озеленения зависит от того, с какой именно территории ведется работа. В большинстве случаев специалисты комбинируют несколько типов насаждений, получая в результате гармонично сформированное пространство, в котором все элементы связаны не только между собой, но и с городской застройкой. В условиях города используются два вида озеленения – стационарное и мобильное. Стационарное озеленение – это обычная посадка растений в грунт. При мобильном растения сажают в специальные передвижные емкости – вазоны или контейнеры. Оба эти вида в одинаковой степени используются для создания архитектурно-ландшафтных объектов – садов, цветников, скверов, внутри домовых площадок с цветами и деревьями. Месяц-два где-то происходит работа. Понятно, что ты не можешь просто сесть и начать это делать. Это нужно, чтобы у человека было время свободно, начал о чем-то думать. Потом эта работа сдается на комиссию, на утверждение. Сначала мы предоставляем какие-то эскизные решения, потом комиссионно, совместно с главным архитектором, представителями управления ЖКХ, отдела озеленения, и нас происходит обсуждение, и мы утверждаем окончательно определенные эскизы. Утверждаются и рисунки, утверждаются и цветы, какие будут использоваться в оформлении. И, естественно, цветовое оформление тоже. Все корректируется, все пересматривается.
Готовый дизайн-проект – руководство для работы цветоводов. Рассаду для будущих цветников уже 2 года подряд выращивают в этих теплицах. Семена высаживают в определенный период, чтобы они выросли ко времени высадки на улице города. В этом году мы выиграли тендер по озеленению нашего любимого города Сыктывкара. Эскизы цветников предоставила администрация города Сыктывкара. В конце марта, начале апреля мы посеяли всю нашу рассаду, которая сейчас, вот вы видите, уже у нас цветет. Всю цветовую гамму вы видите. Это петуния у нас, бегония, цинерария, георгины, бархатцы, всеми наши любимые, которые более всего устойчивы к нашим погодным условиям. В этом году в Сыктывкаре было высажено 183 тысячи однолетних растений и около 20 тысяч вежви. Выбор трав и цветов для городского озеленения должен отвечать целому ряду требований. Кроме внешней привлекательности, они должны быть устойчивы к болезням, вредителям и физическим повреждениям. Нежелателен резкий запах. Также в растениях не должно быть естественных ядовитых веществ. Для создания эффектного рисунка необходимо наличие контролируемой формы и скорости роста. Планируя озеленение городов, учитывают особенности рельефа и климатические условия. Наше северное лето довольно короткое, а порой и ненастное. Поэтому цветы и растения не должны бояться дождей, ветров и низких температур. Бегония вечно цветущая. Оттенков у нее достаточно много. Уютно себя чувствует в наших условиях. Называется вечно цветущая почему? Потому что когда цветочек это разрастается, из каждой пазухи выходят побеги, которые также зацветают. Получается вот такой компактный, обильно цветущий кустик. Кстати, вы потом осенью можете пересадить в горшочек и перенести домой. И она будет дальше цвести. Она так и называется – бегония вечно цветущая. Вся большая площадь под бархатцами. Мы-то выращиваем около 15 видов бархатцев, а вот это как раз для озеленения цветников. Крупноцветковые, желтые, оранжевые и красные бархатцы. Буквально до сентября месяца красиво цветут и радуют наш глаз. А вот наша любимая цинерария. Скажем, просто искусственный цветок, он может стоять даже зимой, как искусственный, если его не засыпать снегом. Прекрасно смотрится на всех наших цветниках. Но все же высаживают в открытый грунт растения в сухую, теплую погоду, когда на столбиках термометров днем около 20 и ночью не ниже 10 градусов тепла. Именно в таких условиях цветы быстрее приживаются. Ну а укоренившись, им уже не страшны ни дожди, ни низкие температуры. Мы всегда ориентируемся на местного производителя, то есть на тот ассортимент, который мы имеем. Везти из других городов есть определенные риски при транспортировке. Опять же, есть риск того, что когда партия приходит, если ненадлежащего качества, соответственно, мы вынуждены будем возвращать, а тогда какой материал мы будем использовать при озеленении, время уходит. То есть это достаточно короткий период, когда нужно принимать решения очень быстро. За всей этой красотой цветоводы ухаживают все лето. Поливают, пропалывают, чтобы все мы могли восхищаться. Да, люди вырывают. Возле памятника болгарам на Димитрова мы в прошлом году там, наверное, раза 4 сажали. Вообще, буквально вот целиком вырывают люди цветы. Вчера тоже возле Вечного огня пришли, уже смотрим, там нет. Вот народ такой, конечно. Столько труда, это, считай, столько вырастить надо, да, столько затрат, удобрений, вода. Очень хотим, чтобы у нас город был не хуже других. Гератумы, вербены, кохи, цинерарии, петунии. Всего 11 видов обильно цветущих растений обеспечивают эффектный декор города в течение всего лета. На каждом цветнике особый дизайн с интересным названием и особым смыслом. Возле республиканского стадиона символичная картина, приуроченная к чемпионату мира по футболу. Разноцветный мяч из цинерарий, гератум и желтых бархатцев. Возле 3-й поликлиники арбуз на блюде.
Перед аэропортом сердца из красных, розовых и пурпурных петуний. Там клумба, она сделана в виде сердец. Это совершенно простая задумка. На зеленом фоне розовые, пурпурные, белые сердца. Очень просто, но мы думали, что если люди приезжают, они видят, что город их так приветствует. Цветник у третьей поликлиники называется «Арбуз на блюде». Там арбуза не получилось почему-то. Мы думали, что люди будут приходить, такой красный цвет, будет тревожить всех, люди будут больше думать о здоровье. Мысль такая. Бело-желтые волны у памятника Ивану Куратову на Театральной площади. Разноцветный взрыв возле памятника жертвам техногенных катастроф. Триколор российского флага у памятника Александру Алексееву. Самый удачный, по мнению дизайнеров, проект цветника на пересечении улиц Бабушкина и Советская. Раньше это место в народе называли «Старая площадь». Напомнило мне свитер, но изначально это не была идея, связанная со свитером, просто была попытка поиграть с формами, там, с кругами, с треугольниками. В итоге вышло очень эффектно. Очень ярко, очень свежо. Зеленые насаждения улучшают микроклимат города. Они улавливают пыль, копоть, дым и различные вредные газы, снижают скорость ветра и городские шумы. Деревья ослабляют зимний холод и летний зной. В процессе фотосинтеза листва поглощает из воздуха углекислоту и выделяет кислород, очищая и освежая воздух. Деревья и кустарники украшают улицы и площади, создают условия для отдыха. В Сыктывкаре из древесных зеленых насаждений доминируют березы и тополя. Тополь – это отличная порода, как и во многих других городах. Начали высаживать после Великой Отечественной войны. В рамках субботников дендрологи предложили в озеленении использовать именно эту породу ввиду того, что у него масса положительных преимуществ. Это очень быстро растущая порода. Она имеет огромную биомассу, соответственно, отлично справляется в жестких, в экологическом плане городских условиях. Сложно найти древесную породу более подходящую для озеленения крупных городов, чем тополь. Однако, несмотря на большое количество положительных аспектов применения этой породы в озеленении населенных пунктов, имеется и ряд отрицательных сторон использования тополя. К отрицательным качествам следует отнести их недолговечность по сравнению с другими древесными породами и значительную повреждаемость вредителями и болезнями, что может приводить к падению крупных ветвей. Поэтому ежегодно в местном бюджете закладываются определенные финансовые средства на проведение определенных видов работ, таких как омолаживающей, формовочной и санитарной обрезки, и при необходимости вырубки деревьев. Санитарная обрезка проводится больных, сухих, усыхающих, старых ветвей деревьев и кустарников. Омолаживающая обрезка – это глубокая обрезка ветвей до их базальной части. Преимущественно мы проводим омолаживающую обрезку для тополей. И формовочная обрезка. Формовочная обрезка больше имеет своей целью декоративность, то есть это придание кроны какой-то специальной формы. И еще. Летом, преимущественно в июне месяце, в период цветения злаковых и березы, начинают пушиться и тополя. Во время рассеивания семян пух в большом количестве находится в воздухе, засоряя все кругом, создавая неудобства населению. Аллергики говорят о том, что аллергическая реакция возникает не на тополиный пух, а именно на ту пыльцу злаковых растений, березы, липы и других, которая переносится вместе с тополиным пухом. Но помимо наличия аллергических реакций, минус тополиного пуха в том, что он пожароопасен. Он очень легкий, воздушный и легко воспламеняющийся. Считается, что пушат именно женские особи. Тополь – двудомное растение. Есть мужские и женские особи. По словам дендрологов, при озеленении предполагалось использовать только мужские растения, так как на них теоретически не образуются семена и пух. Версий, почему все же тополя в нашем городе пушат, две.
По одной из версий, по какой-то причине вместо мужских растений все же были высажены женские особи. Но существует и другое объяснение данному явлению. Высаживались именно только мужские особи, но тополь, как и любое растение, которое пытается выжить в этом мире, ему нужно размножаться. И по наблюдениям дендрологов, именно на мужских ветвях появлялись женские черты, характерные только именно для женских особей. То есть плавно мужские переходили в женскую особь. Сейчас в озеленении города мы не ставим целью избавиться от тополей. Планомерно мы их не вырубаем, но мы просто на текущую дату не используем данный вид дерева. Сегодня в озеленении используют множество других пород деревьев и кустарников, преимущественно местные. Они хорошо адаптированы к климатической зоне нашего города и отлично справляются с негативными антропогенными факторами. Как правило, из кустарников это рябинники рябинолистные, пузыреплодники, сирени. Из деревьев – березы, рябины, черемхи. А также нехарактерные для наших северных широт липы и клены. Клены мы уже используем где-то с 2010 года. Мы начали их использовать сначала в одиночных посадках. Нам понравилось, как ведет себя эта порода, поэтому мы сейчас начали массово внедрять их в озеленение вдоль основных улиц города Сыктывкара. Любые зеленые насаждения требуют определенного ухода, но в части формирования кроны не заметили пока такой необходимости. Что касается исторической части города Сыктывкара, вдоль улицы Орджоникидзе и по Советской улице липы – это одна из доминирующих пород именно на этих улицах. Отлично справляются со своей функцией, нам очень нравится, поэтому в озеленении, продолжая эту тему, мы использовали именно липы и дополнили еще кленами. Новые саженцы ежегодно высаживают на улицах и во дворах нашего города. Вдоль улицы Ленина в этом году появились 20 кленов. На улице Бабушкина – 30 лип. Для защиты молодых древесных насаждений стали использовать околоствольные дуги. Металлические конструкции в летний период защищают от повреждений при покосе травы, а в зимний – при уборке снега. Это позволяет избежать случайного причинения вреда саженцам. Липы сейчас, которые мы высадили в этом году, мы будем немножко формировать, посмотрим в будущем, как они себя поведут. Это достаточно высокоствольное дерево, имеющее достаточно крупную раскидистую крону. Если сравнивать с тополем, то практически они находятся на равных по симметрии и по высоте. Газон – самый распространенный вид озеленения городских территорий. Газоны есть практически везде – и в жилых кварталах, и в общественных зонах, и на территориях предприятий. Существует несколько типов газонов – обыкновенный, луговой, партерный, однолетний, мавританский. Партерный газон считается элитным. Это газон из определенного вида травы, он требует особых условий ухода. Мавританский газон состоит из смеси злаковых трав и цветущих однолетников. Стричь такой газон не нужно, он должен расти естественным путем. Для облагораживания нашего города используют обыкновенный газон. Он характеризуется не только декоративностью, но и долговечностью. Хорошо переносит тень и повреждения. Обычно такой газон засевают смесью трав. Зелень периодически подстригают для придания ему аккуратного вида. Газоны также отличаются по способу исполнения. Основные – это методом ручного посева, это гидропосев и готовые рулонные газоны. Мы использовали все три вида, практика использования поэтому у нас уже есть. Что касается этого года, мы в исторической части города Сыктывкара обустраиваем газон на площади около 10 тысяч квадратных метров методом ручного посева. Вот подрядная организация у нас уже выполнила работы по перекопке почвы, по внесению растительной земли, по внесению специально подобранных семян трав.
Для этого мы использовали специальное разнотравье. Тимофеевка 30%, овсяница красная 20%, овсяница луговая 20% и мятлик луговой 20%. После этого мы укрывали укрывным материалом. Это делается для того, чтобы дать достаточное время для всхожести и устойчивости семян и для предотвращения того, чтобы птицы склевали. На территории Мичуринского парка в этом году порядка 30 тысяч квадратных метров засеяли газон методом гидропосева. В специальной гидропосевной машине смешиваются мульчирующий материал, смесь семян, гидрогель и удобрения. Полученный раствор распыляется по земельному участку при помощи высокого давления. Гидрогель держит влагу для лучшей всхожести и прорастания семян. В смеси должны быть семена долголетних и плотно растущих трав. Этот способ очень удобен тем, что семена не выветриваются и не смываются дождем, что обеспечивает высокий процент прорастания. Каждый способ имеет свои плюсы и минусы. Конечно, здорово, когда применяется уже готовый рулонный газон, но это достаточно очень затратный метод. Метод ручного посева самый менее затратный, гидропосев где-то вот посерединке. Но опять же гидропосев имеет свои плюсы, потому что на достаточно большой, обширной территории он позволяет буквально 3-4-5 дней покрыть вот такую вот площадь. Например, как в Мичуринском парке площадь 30 тысяч квадратных метров. Ручным способом пришлось бы, я думаю, осуществлять эти работы достаточно длительное время. Газоны тоже требуют ухода. На протяжении сезона траву скашивают, пропалывают и вносят в почву удобрения. В засушливую погоду поливают. От того, какая именно территория требует озеленения, зависит и то, кто эти работы осуществляет. Облагораживанием прилегающих территорий крупных предприятий занимается собственник. Придомовые территории обычно озеленяются силами жильцов. Озеленение муниципальных территорий в ведомстве УЖКХ администрации города Сыктывкара. В отличие от других видов благоустройств, озеленение города никогда не бывает вполне законченным. Оно постоянно меняется, приобретает новые формы, размеры. Для создания комфортной городской среды в Сыктывкаре реализуются различные программы. Но кто бы ни облагораживал парки и улицы, и какими бы ни были дизайнерские и цветовые решения, важно помнить, от каждого из нас зависит, каким будет наш город. Если мы будем бережно относиться к этой красоте, газоны будут зелеными, в тени деревьев можно будет спрятаться от зноя и жары, а цветочные композиции будут благоухать и радовать нас весь недолгий летний сезон.